Приветствую, друзья! В Украине продолжаются бои, и сейчас натовские войска пытаются развивать наступление на Купянском направлении. Вот на этой карте примерно видно, где происходили за последние сутки самые серьезные атаки. Несмотря на переброску резерва со всей линии фронта на это направление, тем не менее мы видим, что каких-то существенных результатов силам Зеленского достичь там не удается. Союзные силы также адаптируются к натовской тактике, и поэтому уже сейчас мы видим возведение очень серьезных оборонительных сооружений. Вот, например, продолжение строительства линии Вагнера. Также продолжают поступать фотодоказательства того, что на Купянском и на Херсонском направлении натовские войска несут очень серьезные потери. Вот на этой фотографии просто разорванный в клочья натовский БТР. Также стоит отдельно отметить использование со стороны НАТО на поле боя противорадиолокационных ракет «Харм». Вот на этих фотографиях видно, как одна из таких ракет угодила в сарай. Мы наблюдаем, что подобные ракеты – это чуть ли не единственное средство натовских сил хоть как-то противодействовать средствам противовоздушной обороны союзных сил. Ракеты «Харм» наводятся на радиолокатор, но тем не менее с учетом объективных данных мы видим, что эффективность данных ракет на поле боя весьма спорная и очень низкая. Чего не скажешь про иранские беспилотники и российские ракеты, которые очень эффективно поражают критические объекты инфраструктуры. На этих кадрах вот запечатлено уничтожение очередной подстанции. Тем не менее, стоит также сказать про диверсии, которые сейчас происходят на территории Российской Федерации, потому что западные спецслужбы крайне в этом сейчас заинтересованы. И когда мы видим вот такие новости о том, что в Перми загорелся случайно якобы завод по производству высокоточных снарядов для систем залпового огня, и там 20 метров условно помещений выгорело, то здесь очевидно, что на процентов 90 все-таки речь идет именно о диверсии, которые организовали из-за границы. В продолжение темы о диверсиях можно обратить внимание также на сегодняшнюю новость касательно того, что сегодня в Иркутске упал на жилой дом опять самолет Су-30. И здесь стоит отметить, что данный борт работал в паре, и со второго самолета четко сказали, что головы у экипажа были опущены. То есть это означает, что система жизнеобеспечения самолета дала сбой, и летчики просто задохнулись и потеряли сознание. Именно поэтому самолет упал, когда закончилось топливо. С учетом двух падений самолетов данной марки за короткий период времени по невыясненным обстоятельствам, то можно предположить, что все-таки здесь речь идет также о диверсии. И, конечно, здесь, скорее всего, либо дистанционно, либо заранее выводили из строя систему жизнеобеспечения экипажа для того, чтобы спровоцировать падение самолета. Друзья, ну а я также напоминаю, что сейчас ко мне приходит много различных видео и интересной информации, которую я не могу публиковать здесь на YouTube, потому что тут есть масса ограничений, а в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Напоминаю, что мой Телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Но тем временем из-за океана бывший главарь ЦРУ уже в открытую вещает о том, что в боевых действиях на территории Украины нужно все-таки задействовать многонациональный контингент с военных Соединенных Штатов Америки. И тут, по всей видимости, капитан Очевидность все-таки получил повышение, и это уже прямо генерал Очевидность, который просто заявляет то, что и так уже является достоянием общественности, а именно, что регулярные части американской армии вовсю задействованы сейчас в боевых действиях в Украине, и это объективный факт. Ведь ни для кого не секрет, что американские военные обеспечивают работоспособность высокоточных систем американских военных, которые используются на территории Украины. Ни для кого не секрет, что планируются операции в Генштабе Соединенных Штатов. Ни для кого не секрет, что группировка спутников, которая американская, она также предоставляет разведданные в режиме реального времени боевым группам на территории Украины. И также эта вся информация используется на поле боя. То есть по факту уже американская армия присутствует во многих параметрах на территории Украины, и здесь бывший главарь ЦРУ не сказал ничего нового.
Единственное отличие здесь может заключаться в том, что Соединенные Штаты Америки решат публично поучаствовать в боевых действиях и поэтому задействуют все свои накопленные бронетанковые резервы в Польше и в других европейских странах для того, чтобы все-таки переломить ход войны в свою пользу. Ведь, учитывая мобилизацию в России, через 2-3 месяца натовским войскам будет крайне тяжело каким-то образом сопротивляться союзным силам, и количественное преимущество будет явно на российской стороне. А в это время уже поступает информация о том, что задержали все-таки служба безопасности Зеленского олигарха Вячеслава Богуслаева, который руководил компанией Motor Sich, которая производила, естественно, двигатели к вертолетам в больших количествах. Пикантной деталью является то, что данный олигарх, он герой Украины, официально его наградили давным-давно и так далее. И несмотря на то, что он герой Украины, его все-таки арестовали и обвинили в государственной измене, потому что он посмел, оказывается, продавать все вот эти двигатели к вертолетам, которые, естественно, подходят к вертолетам там Ми-8, там К-52, Ми-28, за границу различным фирмам. А эти фирмы, по удивительной случайности, эти двигатели, получается, поставляли в Российскую Федерацию по версии следствия. Как известно, после 2015 года Порошенко запретил предприятию Motor Sich продавать свои двигатели в Российскую Федерацию, потому что эти двигатели в первую очередь нужны для боевых вертолетов. И тогда Россия уже начала строить производство этих двигателей уже в России. И вот только буквально годик-два назад запустила это производство. И вот эти 3-4 года, все-таки с 2015 года, все-таки поставляли вот эти двигатели для боевых российских вертолетов на международный рынок. Ну а через международный рынок эти двигатели попадали, конечно же, в Россию. Поэтому сейчас в России свое собственное производство данных двигателей, и теперь уже Российская Федерация вообще никаким образом не зависит от предприятия Motor Sich, которое ранее их производило. Ну и, конечно, все вот эти там 3-4 года Россия получала вот эти двигатели с украинского предприятия и компенсировала тем самым темпы программы вооружения, которые, конечно, тогда нужно было соблюдать. Примечательно то, что уникальное советское предприятие, которое производило высококлассные двигатели, которые до сих пор котируются по всему миру, несмотря на то, что Советского Союза больше 30 лет уже как нет. Мы видим сейчас, что там идет по полной программе декоммунизация. То есть, естественно, со стороны Зеленского и натовских стран это предприятие уничтожают. Его хотели купить китайцы, но тогда вмешался Зеленский, и тогда все это дело развернули и заблокировали. Теперь китайцы будут требовать многомиллиардные компенсации с Украины через международные суды. Но это, как говорится, другая история. А вот история текущего дня, так это Залужный, потому что мы видим, что западная пресса все более и более активно начинает пиарить данного персонажа. И, по всей видимости, вот читатель суфлера Зеленский уже чем-то не устраивает Соединенные Штаты. И мы видим, что ему очень активно готовят замену. И просто сочиняют там про него удивительные статьи, поют дифирамбы западные журналисты и рассказывают, какой же все-таки Залужный прямо уникальный военачальник. И если не говорить за сумасшедшие потери в вооруженных силах Зеленского, если не говорить за то, что все операции планируются в Пентагоне и за океаном, а Залужный только, знаете, свой крестик ставит на документах для того, чтобы соблюдать формальности украинского законодательства, то все было бы, знаете, наверное, так, как пишут в заграничной прессе. Но тем не менее реальность она другая. Просто меняют говорящую голову. Зеленский уже не устраивает, поэтому вот сейчас готовят Залужного. А вот с Европы в это время приходят прямо тревожные новости для канцлера Шольца, потому что в Германии уже в 6 городах выходили на протесты порядка 30 тысяч немцев. И как вы понимаете, немцы выходили на улицу не для того, чтобы поздравить канцлера Шольца с каким-либо праздником, а для того, чтобы все-таки прекратился сумасшедший рост цен практически на все, сумасшедшая инфляция, ну и, конечно, сумасшедшие цены на услуги ЖКХ. Ну и для того, чтобы плюнуть в лицо всем этим немцам, которые выходят на протесты, правительство Германии прямо в этот же день отгружает в Украину дополнительную партию там боеприпасов, военной техники, ну и различного военного обмундирования.
Поэтому несложно догадаться, что в ближайшее время Германию ждут все новые и новые протесты, потому что объективно настолько вот рьяно все-таки кинулись немецкие политики выполнять волю Соединенных Штатов Америки, что полностью забыли про немецкий народ. Венгрия, наблюдая подобную картину в Германии, все-таки делает выводы и уже сделала заявление о том, что она будет блокировать любые попытки ввести дополнительные антироссийские санкции в отношении газа и прочих товаров. Также недавно мы наблюдаем интереснейшую новость о том, что страны Большой Семерки, это, конечно, западные страны, потребовали от Российской Федерации, чтобы срочно вернули в украинскую энергосеть Запорожскую атомную электростанцию. И тут понять возмущение западных стран можно, потому что, как известно, Украина продавала очень большое количество электроэнергии в Европу, а там, как известно, сейчас вот эта электроэнергия крайне необходима, и сейчас просто она стоит космических денег. Поэтому мы видим вот такие вот неадекватные просьбы, и с вероятностью в 99,9% все вот эти послы стран Большой Семерки могут просто взяться за руки и пойти себе в пешее эротическое путешествие, потому что электроэнергии с Запорожской атомной АЭС не видать им уже как своих ушей. Учитывая большое количество негативных событий в мире, то в Саудовской Аравии все-таки решили привнести хоть капельку позитива в это все и объявили о том, что они начнут строить суперинновационный революционный город прямо в пустыне протяженностью в 170 километров, который будет состоять из одной вот такой, знаете, большой стены. Примечательно то, что в этом городе вообще не будет автомобильных дорог. Там будет специальный вид транспорта, который перемещать будет жителей на любые практически расстояния внутри города и делать это без каких-либо пробок и так далее. И сам весь этот город, по сути, будет сформирован из вот этой 170-километровой стены, в которой будут и жилые там помещения, и там предприятия, и бизнес, там офисы и так далее. Но пока Саудовская Аравия и другие страны идут в будущее, то в Украине Зеленского все по-старому, потому что вот уже во Львове сделали целое предприятие, которое будет заниматься военной формой для детей, там бронежилеты для детей делать и так далее. С какой целью? Как говорится, история умалчивает. На этом, друзья, у меня все. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вас ждет гораздо больше интересной и объективной информации, нежели здесь на ютубе. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. До скорого!